Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире еженедельная передача «Вокруг Абхазии» о самых ярких и важных событиях в мире, во внешней политике нашей республики, о серьезных имиджевых мероприятиях и о многом другом. Пожалуй, начнем. После российско-американских переговоров в Эр-Рияде на уровне министров иностранных дел двух стран многие эксперты и аналитики спешат наперебой говорить чуть ли не о начале новой вехи в отношениях двух стран, что действительно меняется и какие тенденции прослеживаются. Мы промониторили мнения различных экспертов на данную тему. Издание «Лента.ру» взяла большое интервью на тему у политолога Дмитрия Суслова, директора Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского и университета Высшая школа экономики. По мнению Суслова, главный итог встречи – это начало процесса нормализации российско-американских отношений на основе учета США интересов России. Закончилась, по его мнению, та аномалия, которая существовала в двусторонних отношениях последние 3 года при президентстве Джо Байдена, когда регулярного диалога между двумя ядерными сверхдержавами в принципе не было. Это была очень опасная ситуация. Мы подошли достаточно близко к прямому военному столкновению, за которым неизбежно последовало бы применение ядерного оружия, ядерная война. Сейчас мы от этой опасной черты отошли назад, считает Суслов. На вопрос, почему команда Джо Байдена проводила такую аномальную политику и что изменилось при Дональде Трампе, политолог ответил: США всерьез рассчитывали нанести России стратегическое поражение. Это была попытка нанести России поражение на поле боя, разрушить ее экономику, обеспечить ее международную изоляцию и даже добиться смены режима и развала страны. Но эта политика полностью провалилась, уверен Суслов. Российская экономика устойчива, ни о какой изоляции говорить не приходится. Россия побеждает на поле боя. Все это, а также иная расстановка приоритетов для администрации Дональда Трампа и предопределили переход США от попытки победить Россию к диалогу с ней. США теперь стремятся сконцентрироваться на Китае в качестве главного противника. Затягивание украинского конфликта для них – бремя, которое мешает перебросить силы и средства на стратегически гораздо более важное направление, считает политолог. Еще один из важных итогов встречи – признание США потерь от разрыва экономических отношений с Россией. Потенциально США могут выиграть от экономического сотрудничества, но это, конечно, потребует снятия санкций и дальнейшего диалога. Но важно, что стороны проявили политическую волю начать движение в этом направлении. Отметим также, что и министр иностранных дел России по итогам переговоров в Эр-Рияде отмечал их позитивность, стремление сторон не просто слушать, но и слышать друг друга. Великим державам важно поддерживать диалог и слышать друг друга, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с американской стороной в Эр-Рияде. На наших переговорах с американской стороной, где Марко Рубио в начале нашей беседы особо подчеркнул принципиальную важность в международных отношениях для каждой страны руководствоваться своими национальными интересами. Мы с этим полностью согласились. Согласились и в том, что эти национальные интересы, конечно, не всегда, далеко не всегда будут совпадать, но когда они не совпадают, очень важно регулировать эти несовпадения, не пускать их на самотек и тем более не провоцировать конфронтацию военного и всякого иного рода. Но когда национальные интересы совпадают, надо делать все, чтобы на этих направлениях усилия объединять и реализовывать взаимовыгодные проекты и в геополитических сферах, и в экономических делах. Так что разговор был, я считаю, очень полезный. Мы не просто слушали, но и слышали друг друга. И у меня есть основания полагать, что американская сторона стала лучше понимать нашу позицию, которую мы на основе многократных выступлений президента Путина подробно на конкретных примерах изложили в очередной раз. Договоренности, каких мы достигли, первое и, наверное, самое срочное, и тем более не самое сложное, это обеспечить скорейшее назначение послов России в США и США в России.
Среди итогов встречи Лавров назвал договоренности обеспечить нормализацию работы дипмиссии, процесс по украинскому урегулированию, создать условия для возобновления сотрудничества. Глава МИД указал, что в отношении работы посольств обеих стран нужно снять препоны, возникшие при администрации президента Джо Байдена, выразившиеся в высылках дипломатов, аресте имущества, ограничениях банковских переводов. В ближайшее время решение этих проблем будет обсуждаться. Вторая договоренность согласовали мы, что будет в ближайшее время сформирован процесс по украинскому урегулированию. Американская сторона сообщит, кто будет представлять Вашингтон в рамках этой работы. И как только мы узнаем имя и должность соответствующего представителя, мы, как президент Путин сказал президенту Трампу, тут же обозначим нашего участника этого процесса. Ну и третье, так в широком концептуальном плане, создавать условия по мере процессов, связанных с урегулированием кризиса на Украине, параллельно создавать условия для того, чтобы наше сотрудничество возобновилось в полном объеме и расширилось на самые разные сферы. Был большой интерес, который мы разделяем, в том, чтобы возобновить консультации по геополитическим проблемам, включая различные конфликты в различных частях мира, там, где и у США, и у России присутствуют интересы. И была большая заинтересованность в том, чтобы снять искусственные преграды на пути развития взаимовыгодного экономического сотрудничества. На обсуждение экономических аспектов нашей сегодняшней встречи присутствовал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и тоже презентовал некоторые проблемы, которые могли бы с пользой для России и для Соединенных Штатов быть достаточно оперативными. На встрече речь шла не только о том, чтобы сотрудничество США и России возобновилось в полном объеме, но и расширилось на самые разные сферы, и экономические, и геополитические, то есть в зонах мировых конфликтов, отметил Лавров. Отвечая на вопрос, что должна предпринять Россия, чтобы не допустить попыток торпедировать отношения с США, он призвал налаживать отношения. По его словам, Москву и Вашингтон многое разделяет, но концептуальный подход был определен еще в ходе телефонного разговора между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Конкретно тема относительно потенциального развертывания каких-то вооруженных сил, миротворческих, якобы после того, как конфликт уже будет урегулирован или будет достигнута договоренность. Контингенты, как вот в этой бумаге упоминается, интересуют американцев с точки зрения, какие страны готовы их предоставить. Но ясно, что вопрос адресован к членам Евросоюза. Мы объяснили нашим сегодняшним собеседникам, что мы очень хорошо отметили, что президент Трамп в нескольких своих выступлениях первым среди западных лидеров четко сказал, что втягивание Украины в НАТО является одной из главных причин того, что происходит, что это одна из крупнейших ошибок Байдена и его администрации, и что, будь Трамп президентом, он бы такого не допустил. В этой связи мы объяснили нашим сегодняшним коллегам, что президент Путин многократно подчеркивал, что расширение НАТО, поглощение Украины Североатлантическим альянсом – это прямая угроза интересам Российской Федерации, прямая угроза нашему суверенитету. И поэтому, объяснили мы сегодня, появление войск, вооруженных сил из тех же стран НАТО, но под чужим флагом, под флагом Евросоюза или под национальными флагами, ничего в этом плане не меняет. Это нам, конечно же, неприемлемо. Встреча показала решимость американской стороны продвигаться вперед, и Россия готова этим заниматься. Министр также выразил признательность саудовской стороне, которая предоставила площадку для встречи.
Многие наблюдатели, эксперты и аналитики считают, что за процессом нужно следить довольно аккуратно и быть сдержанными в оценках. Так политолог Сергей Маркедонов в своем телеграм-канале «Донской казак» отметил, что международные отношения и политические изменения в целом не одноактные процессы. Не спешите со скороспелыми выводами о наступлении эриадской системы международных отношений. К тому нет пока никаких реальных предпосылок. И итоги переговоров в Саудовской Аравии следует признать довольно скромными, уверен он. Правда, нельзя отметить их символическую важность. Состоялась первая встреча делегации России и США после начала СВО на Украине, пишет Маркедонов. Одной из ключевых тем переговоров в Риаде стала нормализация российско-американских отношений, что невозможно без восстановления полноценной работы посольств. Информированные источники называют имя Ричарда Норланда в качестве кандидата на пост посла США в Москве. Останавливаясь подробнее на личности того самого Норланда, Маркедонов сказал, что знаком лично с этой фигурой и отметил, что, среди прочего, Норланд в 2012-2015 годах был послом США в Грузии. И в связи с этим Маркедонов пишет о любопытном факте, связанном с деятельностью посла. В ноябре 2013 года я написал текст, который был откликом на выступление Норланда перед студентами Тбилисского государственного университета. Тогда американский посол пытался уравнять ответственность грузин перед абхазами и осетинами с ответственностью русских перед грузинами. Далее политолог отмечает, что он попытался заочно ответить на эту речь посла и приводит часть своего текста на заданную тему. Американский дипломат не хочет и не может вести разговор с грузинским образованным классом о его ответственности, отделив эту проблему от мифологии по поводу северного соседа. Вероятно, без негативных коннотаций в адрес Москвы не получается. Велик риск смены стиля, а желание менять его отсутствует. Куда проще видеть в политике России имманентное стремление к покорению и подчинению соседей. Но проблема в том, что подлинный прорыв в отношениях между США и Россией, который остро необходим двум странам, невозможен до тех пор, пока дискурс ресоветизации в той или иной мягкой или жесткой форме будет воспроизводиться в речах и выступлениях представителей американского истеблишмента. До тех пор, пока Россия будет считаться эксклюзивной ответственной за преступления советского периода. Процесс распада СССР будет восприниматься не как сложный и противоречивый процесс, а как национально-освободительная борьба новых демократий. А нынешняя российская политика в Евразии мыслится как имперский реванш. Сложно будет найти общий язык Москве и Вашингтону. В общем и целом, политолог как будто намекает на то, что начинать новое со старыми установками довольно сложно, и просит не делать слишком уж радужных выводов из эр-риадской встречи. На сегодня на этом все. Будем продолжать следить за самыми важными событиями вокруг Абхазии. До новых встреч в эфире.